Страницы из истории в стихах, прозе и музыке. Они звучат со сцены Назрановского дворца культуры. Композицию военных лет подготовили актеры драмтеатра. Безусловно, главными зрителями являются ветераны фронта и тыла и те, чье детство выпало на 40-е фронтовые. Старания творческого коллектива оценила Мадина Хацеева. Литературно-музыкальные композиции, подготовленные артистами Государственного драматического театра к 70-летию Победы, несут название «Подвиг ваш бессмертен». Ежегодно в канун Дня Победы артисты республики готовят подобные мероприятия. Но данная композиция необычна тем, что ее сценарий весьма разнообразен. Здесь многочисленным зрителям были продемонстрированы отрывки из спектаклей, вокальные номера и стихи на военную тематику. Мы работаем сегодня, стараемся показать на сцене всю эпоху происходящих событий 41-45 годов. Как нам удалось, это уже судить зрителям, но у нас сегодня очень много зрителей. Когда мы разрабатывали сценарий, подчеркнула народная артистка Республики Ингушетия Аса Сузуркиева, то постарались внести в него как можно больше информации о военных годах. Изначально мы планировали восстановить спектакль по пьесе Саида Чахкиева «Когда гибнут сыновья», но потом на собрании мы решили, что все-таки такая театрализованная постановка, литературно-музыкальная, она охватит больше объем того материала, который мы хотим преподнести нашему зрителю. Ученица 9 класса Петимат Гадиева на спектакль пришла вместе со своими сверстниками. Данная премьера, по ее словам, оставила у нее массу впечатлений. Я пришла на спектакль со своими одноклассницами и одноклассниками. Мне очень понравился спектакль, так как все было оригинально и очень интересно. Особенно мне понравилась сцена, где выступала немецкая девушка и офицер, когда он не мог ее застрелить, как она его просила. Судя по количеству людей в зале, можно уверенно сказать, что театрализованная литературная композиция удалась. Еще 2 дня артисты театра будут давать представление на сцене Дома культуры города Назрань. Стать зрителем может любой желающий. Мадина Хацеева, Ибрагим Асканов, Ислам Дзортов, Вести Ингушетия.